Так, я должен быть уже в эфире. Так, я должен быть. Ассаламу алейкум, добрый вечер, приветствую вас всех, друзья. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Сегодня 4 октября 2021 года, 21:00 по Берлину, 22:00 по Джахару. Приветствую вас, друзья. Чеченский следу, алейкум ассалам. Джахар Дудаев, Ури, доктор, кто у нас еще здесь зашел? Аслан Лорс, МА, Анзор, Нохчи, Биено, Исаак Шмулевич. Ва алейкум ассалам, всех вас приветствую. Рад вам. Так. Сегодня, давайте подождем. Салам Машал, Аслабек Тутаев, Машуоль. Чеченский след, Рязанский сахар. Ставим лайки, подписываемся на канал Реалити, говорит Чеченский след, Рязанский сахар. Гомель витае, БВЛ. Приветствую, Гомель. Адудавлету, ва алейкум ассалам, нохчиноху алейкум салам. Всех я вас приветствую, друзья. Я очень рад, что мы сегодня в нашей тесной дружеской компании снова собрались. Ангел-предохранитель, салам алейкум, всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Машволь, ангел-предохранитель. Ассалам алейкум, оставить чат смотрящего, алейкум ассалам. Ночинох, WhatsApp завис у всех завис WhatsApp и у всех завис Facebook. Идет какая-то атака. Атака идет. Так, Магомед Джамбеков, призывы, желания кому-нибудь смерти не приветствуются. Поэтому, извини, я твой комментарий удалю. Ты можешь дальше писать, но кто бы он ни был. Вилписит Гульта, ассалам алейкум, у вас соцсети барахлят. Да, ва алейкум салам, барахлят, леди Машой, ва алейкум салам. У всех здесь, по крайней мере, в Германии с WhatsApp и с Facebook проблемы. И знаю, в Австрии тоже такие же проблемы. Поэтому всем советую пользоваться только сигналом. Есть такая программа «Сигнал». Она не прослушивается, она, короче говоря, отличная. Пока, по крайней мере, не прослушивается. Пользуйтесь «Сигнал». Те же все функции есть. Отличная программа. Их менеджером по рекламе не являюсь, но все равно вам вот сообщаю. Быстро все закачаете себе «Сигнал» и можете пользоваться без WhatsApp. Так что все вот так вот. Так. У меня нормально, не завис, все четко. Да, у тебя WhatsApp работает, а ты... Ну ладно, не пиши в какой стране, ладно. Так, давайте почитаем. Сигнал не прослушать, говорит БВЛ 67. Да, сигнал пока, по крайней мере, есть такая информация, что прослушать его нельзя. Переходим на рацию, у кого нет, используем сигнальные костры, говорит Чеченский след, Рязанский сахар. Правильно. Ладно, тогда желаю, чтобы Кучма повторил судьбу Чаушеску. Магомед Джамбеков. Магомед, я думаю, очень сильно ты на этого Кучму взъелся. Постоянно о нем только и пишешь. Так, Эд Мамедов, салам всем свободным людям, салам аслам. Твое мнение, как ты думаешь, какое государство ближе всего подошло бы чеченцам? Строй, политика, экономика, ну и так далее. Баркал. Салам, Эд, рад тебя приветствовать. Хороший вопрос, конечно. Даже не знаю, какое государство назвать. Очень много государств, которые я бы хотел бы повзаимствовать. У одного одно, у другого другое. И вот в таком, чтобы оно было таким супер идеальным. Но если исходить из географического положения, потому что, все равно у нас разные позиции, и нам нужно к мирной жизни переходить очень плавно, постепенно, после 4 веков. Вся культура, все у нас такое воинственное. Поэтому я бы хотел, например, чтобы как в Германии соблюдали закон чеченцы.
И это возможно. Чеченцы очень такие, если они серьезно к чему-то относятся, то они будут очень серьезно это и защищать, и относиться. Поэтому в этом плане, мне кажется, вот немцы, они такими взрослыми в Европе, такой взрослой нацией. У них и соблюдение, и такое. Потом я бы хотел, чтобы устройство, я за ношение оружия, за то, чтобы человек мог иметь право носить оружие. Ну или как минимум дома хранить, чтобы он имел право оружия. Любое. Поэтому мне бы в этом плане подошла бы Швейцария. Там, например, та же немецкая часть Швейцарии. И географически, и ландшафтно она подходит нам. Ну вот, в принципе, вот две страны, которые, вот, на мой взгляд, очень подходят в целом. Отношение к свободе, отношение к идеалам свободы. Для кого-то это пустой звук, для чеченца это не пустой звук. И в этом плане мы, наверное, больше бы были похожи на какой-нибудь, я просто плохо разбираюсь, американский штат. Не знаю, может какой-нибудь Техас в этом плане. Там тоже оружие разрешено и так далее. Местное самоуправление очень сильное. И в этом плане на Техас можно было бы. Да, как известно, Америка это 50 государств. Это такой Евросоюз, Американский союз. Только более тесный и на одном языке. Ну вот, в принципе, вот так вот, думаю. Ну а так нам к этому всему нужно прийти. Там так много нужно сделать. Всем причем, всем. Может Турция говорит, ну, не знаю как, Турция, я не знаю вообще на самом деле, что у них там. Да, у них демократическое, правовое государство. Я знаю, у них суды заслуживают доверия. Коррупция у них не на очень высоком уровне. Она там хорошее такое, мощное государство Турция, конечно же. Не знаю. Пока не знаю. Но леди говорит, тоже проблема у нее, сигнал из моих знакомых, сигнала ни у кого нет. Ну, можно позвонить им и сказать, закачай сигнал, и все. И как раз все перейдут на сигнал, и это будет, кстати, очень хороший случай, если еще раз будет сбой. А вообще советую всем уходить с WhatsApp, переходить в сигнал. Эдмамедов, любой европейское подойдет нам, говорит, но. Ну, не совсем я тебе ночью могу сказать. Я тут некоторые вещи вижу. Например, Италия, как бы ни говорили, что мы похожи на них и так далее, но у них коррупция, неуважение к закону, это у них очень распространено в Италии. Исаак Шмулевич, шалом, Аслан и все зрители канала Реалити. Шалом, Исаак, приветствую тебя. Мухаммед Technology Innovation. Израильская программа Pegas взламывает любой смартфон без участия владельца. Ассалам алейкум. Ва алейкум салам. Так, шалом, витаю всех. Ури. Аслан смотрел акцию перед посольством России в Осло. Джахар Дудаев. Я не смотрел ее целиком. Я видел выступление Ахмеда Гисаева. Часть только видел. Так не смотрел, не увидел. Человек смотрел, я у него подглядел. Как раз буквально несколько секунд, может быть, я смотрел. Так, давайте перемотаю. Ассаламу алейкум, Ури, и всем алейкум салам, не алейкум Джо. Эдмомент, надо заставлять учиться самих, и очень важно заставлять своих детей. Мышцы мозга – самое мощное оружие. Да, абсолютно верно. И как и любые мышцы, они, эти мышцы мозга, они имеют свойство деградировать, если их не развивать. Конечно, нужно мозг всегда всю жизнь развивать.
И мозг самый большой потребитель энергии человека, если думать все время. Если не думать, если вы заметили, когда на машине едешь, и ты вроде бы знаешь дорогу, но не очень хорошо ее знаешь, допустим, тебе надо напрягаться, вспоминать, а рядом кто-то сидит, который уже хорошо знает. И ты вместо того, чтобы напрягать мозги, задаешь ему вопрос, куда сейчас, направо, налево, хотя ты знаешь, что если поднапрячься, ты можешь вспомнить. Это говорит о том, что вот переваливается ответственность работы с себя на соседа. Поэтому, да, нужно. Шариатская Швеция тоже хороший вариант. Ангел-предохранитель. Так, пусть хоть динозавров есть, лишь бы как бы русские батила людям жить не мешали. Так, чеченский след, рязанский сахар. Аслан, ТикТок блокировал напрочь вторую часть. Чувствую, завтра снесут канал новый. Да? ТикТок, они, мне кажется, больше имеют возможности влиять на ТикТок, чем на YouTube. Жалобы там, все такое, массово и так далее. И, скорее всего, вот я вот обращаю внимание, очень много появляется таких, я и в прошлом стриме говорил, почему я считаю, что YouTube будет заблокирован, будут репрессии и так далее, и так далее. Массовые репрессии россиян будут. Давайте вернемся к основной теме, что я хотел это вам сегодня рассказать. Я об этом давно уже вижу, говорю, как бы, и я так полагаю, если что-то не изменится, какое-то там не произойдет чудо, репрессии, этот механизм будет все больше, больше, больше закручиваться. И с возрастом, когда человек стареет, а Путин это главное действующее лицо там, хотя не только он один, у него появляется, особенно представьте, если на вас столько грехов и преступлений. Поэтому Путин чем дальше, тем больше мнительный становится. Каждый день для него прожить это невероятная удача, невероятное достижение. И вот он будет все дальше, дальше, дальше себя загонять, будучи этим разведчиком гибнявым. Он находится во лжи. И в этой лжи он уже все купается, уже все, его сущность это ложь. Уже нету настоящего Владимира Путина, который там был ребенком когда-то. Нет, это уже другой человек абсолютно. И это не только он так. Все, кто вот так ведут, эти тираны, убийцы, они так именно и кончают свою жизнь. Для того, чтобы сохранить свою жизнь, он начинает зачищать круг. Ведь Сталин, когда зачищал, я вот у меня здесь на превью, там 2,5, по-моему, миллиона, да, было у нас. На превью написано. Так вот, на самом деле там 8,5 миллионов было людей репрессировано. Да, здесь 3 800 написано у меня на превью. На самом деле 8,5. Это я картинку нашел в интернете. И вот ее как есть запостил. Ну, было тогда расстреляно 760. Там 738 написано. 760 где-то тысяч. Это по официальным. На самом деле их еще больше было расстреляно. Еще больше. И если вы помните, был такой всплеск, когда они сказали, что во время Второй мировой войны, во время так называемой Великой Отечественной войны, погибло не 27 миллионов русских, по-моему, 45 миллионов они сказали. Так вот, я полагаю, что это скорее всего те 15 миллионов, которые перекинуты с тех репрессий, чтобы как-то цифры подвести под нормальные. То же самое происходило, например, в Чеченской Республике. Они знали, что будет война, вот что они готовятся убить жителей Грозного и граждан Чеченской Республики Ичкерия. И в это время они запустили слух, что чеченцы убили там 20 тысяч, потом 50 тысяч, потом 200 тысяч русских в Чеченской Республике.
И на самом деле несколько десятков тысяч человек российской армии, русской армии было убито наших русских граждан. И все это потом было списано на то, что мы ранее их как бы убили, чтобы не возникали какие-нибудь там вопросы. Это же сделали они. И также сейчас это немцы сделали. Вот так переложить эти убийства. Ну, уже наоборот, ну, приблизительно по такой же логике, где убийства есть, в которых их нельзя обвинить, вот туда они или вперед, или назад двигают при желании. На самом деле очень много было убито. Я бы хотел бы, перед тем, как я вам показать эти все моменты, я бы хотел рассказать еще очень важный момент. Перед тем, как сделать эти репрессии, сперва нужно юридическое обоснование этому. Юридическое обоснование является то, что вас заносят иноагенты, иностранный агент. Как юридические лица заносятся, так и частные лица заносятся. Любой человек теперь, который расскажет, что там видел 10 танков или там еще что-то ты увидел, связанное с военными, с полицией, с кем угодно, что угодно, вас могут занести в иноагенты. Мы знаем, была такая организация СМЕРШ, это отдел палачей в НКВД, который был создан для того, чтобы отвлечь внимание от всего НКВД, что вот не все НКВД этим занималось, а вот отдельно СМЕРШ этим занимался. И что это тоже было, соответственно, правда, там палачи работали, самые настоящие палачи. И эти палачи дожили до времен, одна из этих палачей дожила до 96-го или 7-го года и преподавала в Санкт-Петербургском государственном университете. Ее фамилия Николаева. Она работала в СМЕРШ, и как-то мне довелось ей сдавать экзамен по конституционному праву России. И вот эти смершевцы очень хорошо устроились, они были вот хозяевами, богами над людьми они были, они хотели казнили, хотели миловали. И вот для того, чтобы сейчас начать вот эти массовые репрессии, которые непременно должны произойти, если не произойдет какое-то невероятное чудо, восстанет русский народ, я не знаю, что-то захотят сделать турки, американцы, НАТО или еще кто-нибудь, что тоже как бы не очень верится, произойдет какая-нибудь массовая эпидемия, которая сейчас идет, в принципе, там землетрясение, еще что-нибудь, то, скорее всего, неизбежно произойдет вот этот массовый, невероятно больших размеров, масштабов террор против своего российского населения. Против чеченцев он прошел, мы еще давно об этом говорим, что нам уже терять нечего, все, что с нами могли сделать, с нами уже сделали. Но, конечно же, люди еще могут тоже попасть под раздачу и еще погибнуть. И та третья чеченская война, которая нам говорят, там, что может война начаться там, и так далее, это будет именно то, что в России будут русских убивать. Конечно же, и тогда и чеченцам это тоже достанется. Вот это возможно, к большому сожалению. И вот для того, чтобы это все сделать, нужно юридическое обоснование. И теперь ФСБ выпустила, я вам хочу показать буквально 2-3 минутки, 60 новых дополнительных способов, по которым вас могут занести, за 60 способов стать иноагентом. Будет ли приказ ФСБ использоваться массово, сообщает канал Дождь, который был соучастником, как и все остальные
тех злодеяний, которые творил Путин и его режим, делая вид, что этого не происходит, делая вид, что все нормально, что ничего особенного нет, что людоеды, которые просто 20 лет пьют кровь людей Чеченской республики Ичкерия, на Кавказе в целом, эти люди никуда не делись. Они взрастили новых себе помощников, новых кадры и с новой силой, по-другому они не умеют, будут убивать людей. И об этом, как и положено канарейке в угольной шахте, мы давно предупреждали, еще со времен Джохара. И вот продолжаем до сих пор предупреждать. Давайте посмотрим короткое видео, буквально пару минут, 2-3 минуты, и потом продолжим. Так, одну минутку. Я себя уберу, чтобы вы могли насладиться новостью. Новые способы стать иностранным агентом. Федеральная служба безопасности утвердила список сведений по оборонной и космической тематике, за сбор которых можно стать иноагентом. Перечень, который составила ФСБ, был предусмотрен уже принятой поправкой к закону Димы Яковлева, которая расширяет понятие физических лиц и иноагентов. Разбирался в этой теме подробнее мой коллега Эдуард Бурмистров. Эдуард, привет. Расскажи, пожалуйста, я так понимаю, там какой-то огромный перечень, просто необъятный. Вот буквально рассказав о Путине, который, между прочим, главнокомандующий, тоже можно, в общем-то, стать иноагентом, даже если ты совсем не журналист. Что Рита, там, привет. Да, логика такая. Больше иностранных агентов, хороших и разных. Действительно, перечень очень обширный, сейчас во всем разберемся. Об этом списке ФСБ стало известно еще 2 месяца назад, и вот теперь ведомство окончательно его утвердило. Там действительно 60 пунктов, довольно обширны. Ведомство считает, что подобные данные могут быть использованы против безопасности России. Стать иностранным агентом по этим правилам может гражданин любой страны, не обязательно только России, который в интересах иностранцев, цитата, осуществляет целенаправленный сбор сведений в области военной и военно-технической деятельности России. Стоит добавить, что появление перечня ФСБ связано с расширением самого понятия физических лиц на агентов, которое происходит в последнее время. Можно стать не только физлицом СМИ иноагентом, но и иноагентом за занятие политической деятельностью в интересах иностранцев и сбор вот этой военной информации. Итак, к перечню ФСБ. Давайте посмотрим на некоторые пункты. Вообще, как я уже сказал, он довольно обширный, охватывает разные аспекты. Более того, часть описываемых данных можно найти легко в открытом доступе, в том же интернете. Стать иностранцем, иностранным агентом можно, например, за сбор сведений об оценке и прогнозах развития военно-политической обстановки, информацию о планировании и проведении мероприятий по гражданской и территориальной обороне, сведений о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, других военных органов, информацию о прохождении военной и госслужбы, о местах хранения оружия, информация о закупках, проводимых армией, и даже сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках. Журналисты предполагают, что под этот пункт, например, могут попасть материалы о дедовщине в армии. Еще, например, в перечне есть сбор персональных данных военнослужащих и членов их семей. Интересно, что в списке ФСБ также есть информация о деятельности госкорпорации «Роскосмос». За сбор и передачу подобных сведений также можно стать иностранным агентом. Там, среди прочего, прописан сбор информации о проблемах, сдерживающих развитие Роскосмоса, информация о техническом состоянии космических аппаратов, развитии космической ядерной энергетики. То есть тоже довольно обширный список. Рита, кстати, как опять же предполагают журналисты, что в некоторых своих твитах Дмитрий Рогозин, глава госкорпорации «Роскосмос», как раз и тоже перечисляет эти сведения, которые могут прочитать, например, иностранцы. Но есть... Тем более в Твиттере-то американском. Американском, да. Но должно быть еще одно важное условие по этим правилам для признания иноагентом. Сбор этих сведений должен поощряться со стороны иностранного источника. Причем это самое поощрение трактуется очень широко. Речь не только о прямом финансировании, но и, например, о каком-то содействии со стороны иностранцев. Люди, которые попадают под эти критерии, должны самостоятельно подавать заявление о включении в реестр
иностранных агентов. Напомню, что существует уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы, если человек, который занимается сбором подобных военных сведений, самостоятельно не подал заявление о включении в реестр. Например, когда, если ты помнишь, Рита, человека признают физическим лицом иностранным агентом, не по его воле, то здесь только административная ответственность. А вот если именно по этому перечню человек сам не подал заявление, то сразу наступает уголовная ответственность. То есть правила жестче. Ну вот, вышел закон, который будет обосновывать репрессии, которые предстоят. Итак, закон, по которому вы сами должны сообщить, если вам кто-то помог финансово как-то, если вы как-то из-за границы, имеется в виду, если вы хоть копеечку получили, просто если вам кто-то отправил деньги, и вы на это хоть что-то, какую-то информацию добыли или напечатали, то есть это может быть журналист, это может быть блогер, это может быть кто угодно, в конце концов, любой связанный с человеком. Короче говоря, во-первых, все засекречивается, не прямо вот мы засекречиваем расходы там на Роскосмос, который умирает. Это все будет засекречено. Теперь про вот этот великий русский космос уже нельзя будет вообще говорить, что там все плохо, там все загнивает и так далее. Потому что там уже все плохо, загнило и все. И больше никакого развития после того, что за несколько лет сделал Илон Маск, никакого будущего у этого нет. Да? Туда будут выделяться деньги, поддерживаться, опять же, вот это потемкинский космодром. И все, и на этом все закончится. Это 100%. Потому что если будут репрессии, то никому не будет желания, охоту развивать что-то. Так как вот эта космическая эра, которая наступила, она наступила только лишь после того, как у немцев были захвачены и ученые, и школа, и потом Германия, половина Германии работала на Советский Союз. И только благодаря этому потом кое-как смогли, используя их ракетные двигатели, только кое-как смогли долететь в космос. И то есть сомнения, летал ли вообще Юрий Гагарин в космос. Обосновывая это этим законом, люди будут заноситься. Причем, если вы сами не скажете об этом, то вас ждет 5 лет. Вы злостно уклоняетесь от исполнения закона. И вас будут привлекать к уголовной ответственности, лишение свободы до 5 лет. Но это только обозначение сперва. Идет сбор полный людей, которые как-то связаны. Сейчас все должны будут обратиться. Все, кто получал деньги, они уже много лет собирают информацию по этому поводу. Кто ездит за границу, кто получает деньги какие-то из-за границы. Это могут быть гранты там, и так далее. В основном вот эти правозащитные организации, там разные другие общественные организации, фонды, там разные социологические, там разные службы, которые финансируются из-за границы, они в основном все и так КГБшные, там все свои люди сидят. Они просто у иностранцев берут деньги и дают информацию, какую посчитают нужным. Делая вид, что дают правильно, но иногда, когда нужно, легко могут обмануть тех, кто им за границей, потребителя своей информации. Они могут это сделать. Но есть другие люди, которых они не знают. И вот все остальные люди должны сообщить, что мы являемся, я являюсь блогером, и мне пришел донат из Германии, допустим, а я в Москве нахожусь, например. И в этот момент вы попадаете под эту самую статью, и вы сами себя заносите в список. Это такой список тех, которые завтра станут клиентами СМЕРШа. И потом этот список будет расширяться, только расширяться, потому что как только начнутся массовые репрессии, начнется первая волна недовольства людей. Однозначно люди начнут высказывать свое недовольство, начнутся бунты, сопротивления. Это нужно делать очень аккуратно, с учетом мировой этой обстановки, открытости, глобализма этого, открытости мира. И они таким способом, для этого, конечно же, обрубят интернет, будет только Telegram,
будет только тиктоки разные такого. Потом они свой попробуют сделать. Ну, они не смогли. Они хотели сделать свой YouTube, но не смогли они это сделать. А вот сейчас ТикТок котируется, и вроде бы с китайцами у них там хорошие отношения. Можно при необходимости Китай попросить не давать выходить определенной информации. Вот у меня мой соратник, чеченский след, рязанский сахар, у него вот в ТикТоке канал есть. У меня тоже, кстати, есть, под видео можете зайти, подписаться. У него уже один заблокировали, и второй уже некоторые видео блокируют. У меня точно так же 2-3 видео, или даже больше, у меня видео сразу же блокируются. Эти пишут жалобы, и некоторые видео, которые их не устраивают, они сразу же блокируют в ТикТоке. Это намного жестче и проще работается с ТикТоком, чем с Ютубом, по всей видимости, русским. И вот, когда вот эта ситуация начнет развиваться в этом направлении, то они все это обрубят, и одновременно с этим произойдет восхождение на трон недоцарька Путина. И я так это вижу, так я наблюдаю за этим, я там смотрю их разные там каналы, и они, ну, так видится, что они должны вот эти массовые репрессии прикрывать чем-то отвлекающим. Отвлекающим будет это вот монархия, которую они хотят возвести. И вот новое дворянство, а еще более того, те люди, которые должны устроить эти репрессии, их не так много. Да, в Чечне есть люди, подготовленные, значит, обучение, которые прошли на крови, на плоти чеченцев. Эти люди будут ведущими. Ну, должны быть новые исполнители. Так как русских, ну, минимум в 100 раз больше, чем чеченцев, то, соответственно, этих недостаточно. Хотя их очень много там прошло. Они в основном спиваются, там наркомания, тюрьма, криминал и так далее. Поэтому тоже много у них потери бывают большие. Потому что не так-то легко быть палачом, да, просто так, людоедом быть, не так-то легко. И вот для этого им нужно большое количество, ну минимум 100 раз им нужно больше людей. Ну может не 100 раз, там с русскими попроще будет, там может там, в 50 раз придется им увеличить вот этот штат. Да, может, несколько десятков тысяч придется. И вот эти люди, которые будут убивать, они должны знать, что они не получат, что они будут неприкасаемы. Для того, чтобы они стали неприкасаемыми, у них должна быть идея, как она была у большевиков, что вот мы построим светлое будущее, новых людей создадим, и все, и мы останемся. Он должен верить, что он вот убивает людей, и что после этого ему это все не вернется. Соответственно, ему говорят, вот мы новых людей сделаем, новая форма будет управления, и эти люди уже не смогут с тебя спросить. То же самое должны сделать КГБшники. КГБшники, которые будут контролировать этот процесс, управлять, эти Игори Хвостиковы. Они должны быть уверены, что они будут жить в стране, которая будет их страной. Как это было со СМЕРШем. Все вот эти люди, они все остались у власти, все при власти эти люди остались. И вот я так полагаю, что это будет монархия, вот идея монархии, которая связывает, которая давным-давно уже витает в воздухе, ее обсуждают, и они ее подготавливают. И так они обычно делают, могут за 10 лет начать обсуждать что-то, подготавливать общество и так далее, и так далее. Вот эта монархическая семья, которая давным-давно, в основном, по большей части, вот эти монархи, они давным-давно уже еще со времен КГБ, НКВД даже,
находятся под их контролем, под ними, под ГБшные, короче говоря. И вот эти люди сейчас, давно уже, я еще работал в Москве, когда со мной был один адвокат, который тоже, он там защищал их какие-то интересы, семьи Романовых или Романовых, там седьмая вода на киселе. И ему тоже какой-то титул дали, там у него своя бумажка была, там и так далее. Даже есть некоторые чеченцы, как вы знаете, у которых тоже есть вот эти свои графские титулы, там дворянские и так далее, которые будут потом управлять, восседать на троне. И вот я так думаю, давно об этом говорю, и полагаю, что вот время уже подходит к этому. Юридические законы, подготовленные уже большой аппарат вот этой Росгвардии, ну, практически все готово. Практически все готово. И большая вероятность, что Путин будет перед этим, перед массовыми репрессиями народов, должны стать свои люди, которые готовы на эти репрессии. А те люди, которые на местах где-нибудь там, на Дальнем Востоке, где-нибудь в Якутии, это люди, которые уже там, ведь ФСБшников часто меняют, а те местные остаются всегда. Якуты, будь то буряты, будь то татары, будь то. Все эти люди, они номенклатура, они по отцу, там тоже КГБшники в основном. Но они уже не действующие сотрудники, например, папа у него был КГБшником, он там управляется, ну, доверенный человек своей семьи, там, туда-сюда. Это дворянство, оно, вот эта номенклатура, так называемая, которая была в советское время, она всегда была, она никуда не исчезала, были тяжелые времена у них, но они всегда были у власти, и никогда власть они как таковую, в общем, они не отпускали. Туда левых, свободных людей, ну, в начале 90-х туда ветер занес, и потом, быстро их потом оттуда в основном вынес, кого ногами вперед вынес, кого там дискредитировали, запугали, купили, убили и посадили и так далее. И вот, по всей вероятности, для того, чтобы эти люди подчинились, например, якутам говорят, которые сейчас там сидят, да, они народ не любят, все такое и так далее, но им говорят, давайте начнем массовые репрессии, давайте почему. Кто-то подчинится, кто-то скажет нет. И вот в этот момент эти люди будут зачищены. И вот на этих людей уже есть досье. Первые будут зачищены те, кто приводил и поддерживал Путина. Первые они будут сейчас зачищаться. Потихоньку, начиная от этой власти, народ будет ликовать. На этом фоне Путин зайдет на трон. И в этот момент потихонечку эти репрессии начнут, а они незаконные. Соответственно, те люди, которые репрессируют, которых расстреливают, которых сажают на большие сроки, эти люди начнут возмущаться, соответственно, как любой человек. Даже самые пропутинские, если их ведут на расстрел, или отбирают бизнес, а потом уже будут расстреливать, то эти люди, конечно же, начнут возмущаться. Ну, часть из них точно будет возмущаться. Их будут просто уничтожать. И этим самым Путин зачистит и свой круг, наберет новых, вот это новая гвардия, путинский путь там и так далее. И вот таким способом, я полагаю, что будут массовые такие движения. И на Russia Today показали одну из свадеб, которую сейчас из дома Романовых, которых уже не осталось. Кстати говоря, помните, в Чечне тоже появился один наследник Романовых там, и так далее, и так далее. Там его по телевизору показали, посмеялись и так далее. Это тоже была своего рода подготовка. Потом скажут, да, на самом деле, вот представьте себе, он из дома Романовых. Помните, как у нас дома, у чеченцев, в Чеченской Республике, есть потомки там пророка, там Мухаммада, или Саламуцу. Ну, там какие-то, у них, ну, они считаются какими-то святыми людьми, ну, как говорят. На самом деле, скорее всего, это какие-нибудь там
арабы, которые переехали, остались, и под легендой остались, и вот сейчас их тоже почитают. Вот то же самое, вот сейчас дома Романова произойдет, да, который у нас там дом появился. Ну, как вариант, я пока это только говорю. И, например, нам тоже объясняют, это Романов, да, прикиньте, у чеченцев тоже свои Романовы есть. Да, мы уже породнились русской. Но это говорит о том, что у нас уже нам место, по крайней мере, нас всех не уничтожат. Это Романовых своих они оставят, если у них получится. И смех, и грех, как говорится. Но это очень серьезные может иметь последствия, если Запад, конечно, будет пассивно наблюдать за этим всем и не прекратит вот этот концерт одним Global Hawk'ом, американским дроном, который давным-давно вот этот слабый на самом деле вот этот, изображающий из себя какую-то силу, величие, вот этот ГБшный режим смести. Но когда произойдут массовые репрессии, когда будет очень много людей уже запугано так, что они готовы будут выполнять любой приказ, вот в таком случае и Западу, и всем придется туго. Да, русские, конечно, россияне будут гибнуть в огромном количестве, но если все это произойдет, давайте я вам сейчас покажу просто это немного видео. И Соловьев буквально вчера или позавчера, комментируя это, высмеивает. Но его высмеивание, его удивление это не вызывает такой явной агрессии и неприязни, как обычно он это делает, когда он про американцев говорит, про украинцев говорит. Про чеченцев, правда, уже давно не говорит, но про нас, про таких, как я, про нас, таких, как мы, про них тоже он говорит с такой же ненавистью. И давайте посмотрим, но это такая подготовка идет, это легализация идет. Давайте посмотрим свадьбу, сейчас вспоминается Собчак, уже потом Путина туда пристегнут, что Собчак хотел, этот папа Собчак, который Анатолий, хотел тогда вот эту монархию восстановить, что он за нее очень сильно ратовал. Давайте посмотрим, немножко буквально посмотрим, и потом продолжим. А вот эти люди, это кто? Хорошо, он как задница к пальцу. Кто этот человек? Почему Исаакиевский собор? Ладно, хорошо, я понимаю, за деньги все можно. Объясните мне, пожалуйста, вот они ходят такие все красивые, какие-то люди за ними ходят. Вот эта роскошь, эти миллиарды, которые у них имеются, давайте я себя поставлю на место этого мерзавца. Вот эти роскошь, вот эта красота, которая никогда русским, россиянам, по большей части, никогда и не снилась даже, и никогда не приснится, они ее увидят только по телевизору, или там сдалека только посмотрев. Вот это Исаакиевский собор, или где они там проводят, Исаакиевском. Это будет такое роскошь, которая будет дополнительно пугать, смотреть, давать повод для гордости русскому холопу. Смотрите, мой барин какой крутой, они дворяне, да, нам до них далеко. Вот так будут сидеть люди. Вот это все кто? Это сборище монархистов, что ли, в нашей стране? В Исаакиевском соборе, в Петербурге, Нет, я рад за молодых, которые давно там не молоды, но эту роль не играют. У них большой праздник. А вот эти... Если вы видите, стоит эти вооруженные... Люди, это кто? С саблями, которые стоят, это те как раз... Губами, окей. Как раз вот это... эти люди с шашечками, это кто с саблями?
Я действующие надеюсь, что это сотрудники ряженые. президентской гвардии. Нет, вы мне объясните, Говорит, он пожалуйста, надеется, как это вообще? он говорит, что он надеется, что это ряженые. Прекрасно, он знает, что ничего не ряженые, что это самая настоящая серьезная церемония. Вообще все Ее демонстрирует, между прочим, на самом грязном КГБшном пропагандистском канале Russia Today. понимать. Я вот этот кадр хочу сейчас вам показать. Вот сзади там Малафеев стоял. Вот простите, вот эти люди с орденами и медалями неясно чего. И там что, фройлины императорского двора? Да, я помню, что этот Георгий Романов, он 150-й в престолонаследовании. Мы что, совсем что? Видите, он говорит, что вот этот Георгий Романов, 150-й престолонаследователь, но он подчеркивает, что он все-таки есть. И те Романовы, я обращаюсь к этим Романовым и вообще потомкам всех вот этой русской белой иммиграции, которую вырезали просто. И женщин, и девочек даже казнили. Девочек, вот, цариц, царевн казнили. Маленьких, там сколько, 10, 12, 14 лет девочек расстреливали. И мальчиков тоже. Эти люди, вот сейчас, которые вот вы видите, которые сейчас очень счастливы, они предают память тех своих предков, если на самом деле он их предок. Это кадыровец, это не Романов, это кадыровец, который продал свой русский народ, настоящий, свою историю, свою семейную, свою семью всю он продал. Для того, чтобы вот сейчас вот здесь покрасоваться на такой прекрасной свадьбе. Вот к чему все идет, господа. Что ли охренели? Меня интересует больше вот эти люди с сабельками. Это кто? Они вообще как здесь оказались? Они тут при чем? Это что, какой-то официальный государственный праздник или это реально? Ну вот вы видите, это какой-то государственный праздник, он показывает, что на государственном официальном празднике могут быть вот эти солдатики, которые стоят. Романов, он его пристегнул и рассказывает, что это государственные служаки стоят. Фильма. Вы меня, конечно, простите, но знаете ли, это уж какой-то совсем за предел. Нет, я привык к таким. Ну все, больше этого мерзавца смотреть и вы не выдержите, и мне уже тошно. Но давайте перейдем к вашим вопросам, посмотрю, почитаю ваше мнение по этому поводу, что это будет происходить. Я потом расскажу про репрессии, которые были, в том числе ссылаясь на уважаемого, на великого историка Абдурахмана Авторханова. Так, давайте почитаем ваш комментарий. Ставим лайки и подписываемся на реалити, сообщает Муслим Арцуев. Путин Собчака и исполнил бывшего шефа. Чеченский хлеб, рязанский сахар. Возможно. Так. Хамзат Гилай, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Так, вы здесь, я смотрю, общаетесь. Так, смотрите, давайте тогда. Не знаю, но как говорят в определенных кругах. Так, ассаламу алейкум. Так, это было, Чечня, не Россия. Машоль, витаю вас. Максим, тоже тебя витаю. Лучше русским и не россиянам дружить с украинцем, поляком. Так. Обычным русским ближе мордва, так как они макшане и эрзиане. Наталья. Ну, уже не осталось никаких мордвы, никаких макшан. Ну, уже практически не осталось. Они есть русские. Так. Их уже давно не 150 миллионов, да? Ну, я смотрю, Путин, Собчак, так, да. Ответь
Ло Facebook на эти знаки интересные идеи Юхон. Ответ Ло Facebook. Facebook я не мог войти до эфира, посмотрим, что там. Потом будет, не мог. Так, 30 лет назад я по глупости верил, что потомки белой эмиграции и Романовых в частности нас спасут. Дмитрий Аксенов. Да, Дмитрий, я думаю, это было, наверное, 30 лет назад еще можно было в это поверить, потому что мы долго пребывали в этой пропаганде и были молоды, и много чего не знали в советской пропаганде, имеется в виду. А Романовы, вот эта белая иммиграция, фактически вся просто была пронизана вот этими НКВДшниками, многие продались, думающие, их интеллектуалы, их пассионарии были убиты, схвачены, посажены, дискредитированы, запуганы. И я боюсь, что вот с нами, с чеченцами, то же самое может произойти, уже происходит. Поэтому надо всячески этому препятствовать, чтобы чеченцы не превратились вот в таких. Так. Магомед Джамбеков. Вместе с Романовыми даже семейного врача убили и грудных младенцев из рода Романовых. Ну, зачистили они очень серьезно, конечно, этих всех Романовых. И вот сейчас этот Романов с теми, кто полностью уничтожил их, всю семью. Ну, даже Кадыров нет. Даже Кадыров на эту роль не годится. Кадыров, по крайней мере, его семью не зачищали. Ну, если не считать версии того, что папу его взорвал Путин. Если исходить из этого, то тогда подходит. А так, это хуже даже, чем Кадыров получается. Хотя, возможно ли такое? Так. Алена Визер. Витаю вас, не могу слушать этого Соловьева, он готов озвучить любую гадость. Витаю, Алена. Да. Да. Человек размышляющий. Ассаламу ва алейкум ассалам. Так. Ставим лайки, напоминает муслим. Хамзар Гила, алхамдулилlah, чеченский след, Джо Аслан, да Сидуэшу Шунгин Дол Салам Ашаица. Русских нет, есть славяне. Асан, ваш канал заблокирован на Рашке. Да, Алена, наш канал заблокирован на территории фашистской России. Также блокируются наши видео, которые не несут ничего негативного в плане агрессии, только историю Чеченской Республики Ичкерия, становление, преступления России, фашистской России. Отдельные видео даже блокируются. Ставятся постоянно значки, если там мало-мальски что-то имеется. Ставятся значки там, не для совершеннолетних, ну, 18+, там, и так далее. Да, наш канал запрещен по решению фашистской службы цензуры Роскомпозор. И этим мы горды. Я лично этим очень горд. И все, кого не заблокировали, те у меня под подозрением. Хотя и заблокированный тоже еще не освобождается под подозрением. Так. Натали, вот так это не мне. Анзор. Алейкум ассалам, Анзор. Так, Асан, хватит ли территории Чеченской Республики, чтобы прокормить свое же население, которое быстро растет? МРС АРСГ-13. Конечно, хватит, конечно. Да, наша территория небольшая, но у нас очень плодородная земля, очень обширная, в плане разнообразная, да, по климатическому своему делению. Очень все справимся. Не волнуйтесь за нас. Пожалуйста, если нужна будет помощь, обязательно мы их скажем, конечно. И за все это время, за все это оккупации
нашей страны Россия выкачала у нас огромное количество недр. И Россия нам должна просто на 100-200 лет вперед просто. Поэтому мы кормили Россию. За счет нас жила какая-то часть русского общества на протяжении веков. Поэтому все нормально у нас, не волнуйтесь. Аду Давлетук, мусульманин, возможно, но я не только на русских сайтах нашел, но все равно это ничего не мешает. Так, я перемотаю. Ладно. Исаак Шмулевич. Как я ж читаю комментарии, ты о чем? Так. Лариса Макаров. Боритесь, чеченцы, украинцы, грузины, все, кому дорога свобода. Русские не способны, а у шанс еще есть. Есть шанс, а у вас еще есть шанс. Да, будем бороться. Пирожок с картошкой. Как хорошо, что соскочил из России. Жалко адекватных людей, которые там остались. Так, давайте перемотаем. Максима почитаю. Когда на Кремль упадет бомба, во всем мире будет праздник. Танцы, такой фестиваль будет. Да. Мусульманин ради чего должен убивать? Тем более верующий мусульманин не будет убивать душевно больных. Он лучше палача мусульман перехлопнет. Например, Утлера. Эдмомедов. В Японии проживает 170 миллионов людей. На территории Японии может жить всего 25%. Жить 25%. Задуматься можно, и природного ископаемого у них только рыба. Это просто как отрезал, сказал, как отрезал. Так, давайте я вам расскажу про массовые репрессии лучше, которые были. Вы ужаснетесь тому, что было, конечно же. Сперва я вам покажу видео небольшое. Репрессии в Казахстане. С канала Рахмен Аширбайлы. Сталинские репрессии в Казахстане. Я его выбрал, потому что оно коротко и очень емко, с фотографиями. После этого я вам немножко прочитаю про из книг, факты из книги, которые приводит нам профессор Абдурахман Ахтарханов. Так, себя я выключу. Жуткая колесница репрессий прокатилась по степям Казахстана, преобразованного в декабре 1936 года из автономной республики в союзную. Под нее попали все кандидаты-члены бюро ЦК Компартии Казахстана во главе с секретарями ЦК Мирзаяном и Нурпейсовым, председателем Совнаркома Исаевым. Также были репрессированы все первые секретари областных, городских и районных комитетов партии и председатели городских и районных советов. В числе пострадавших были активные участники установления советской власти в Казахстане: Жандосов, Розыбакиев, Асылбеков и многие другие. Массовые политические репрессии – одна из самых печальных страниц в истории Казахстана. На территории Казахстана находились самые крупные лагеря структуры ГУЛАГа – Алжир, Степлак, Карлак. Республика практически превратилась в одну большую тюрьму. За годы репрессий в лагеря Казахстана было сослано более 5 миллионов человек. По некоторым данным, общее число заключенных значительно превышает эту цифру. В период с 1921 по 1954 годы в Казахстане было осуждено 100 тысяч человек. К 25 тысячам из них была применена высшая мера наказания – расстрел.
концу 20-х годов подозрительность и нагнетание стали всеобщими. В 1928 году были репрессированы бывшие деятели Алаш-Орды – Дулатов, Жумабаев и Аймаутов. Положение в республике чрезвычайное, везде ищут врагов, на шахтах подстраиваются аварии, которые впоследствии объясняются этими поисками. Повсеместно фабрикуются уголовные дела, проводятся чистки в партийных организациях. Сталинская репрессивная машина оборвала жизни таких деятелей, как Абдурауф Фитрат, Абайдулла Ходжаев, Ашурали Захири и многих других. Была уничтожена национально-либеральная интеллигенция, среди которых были Халил Дусмухамедов, Мухамеджан Тынышбаев, Жакып Акбаев, Мағжан Жұмабаев и почти все деятели партии Алаш-Орда. Так, посмотрели? Теперь я вам зачитаю просто немножко из расстрельной статистики 30-х годов, с 37 по 38 года. В чем была исключительность большого террора 1937-38 годов? Ведь советская власть применяла насилие практически все годы своего существования. Исключительность большого террора заключается в беспрецедентности и масштабности массовых убийств, организованных руководящими органами коммунистической партии в мирное время. Предвоенное десятилетие было катастрофой для населения СССР. За период с 1930 года по 1940 год жертвами сталинской социальной политики стали более 8,5 миллионов человек. Более 760 тысяч расстреляны за контрреволюционные преступления. Около миллиона раскулаченных умерли на этапах раскулачивания и в спецпоселениях. Около полумиллиона заключенных погибло в ГУЛАГе. Наконец, 6,5 миллионов человек умерло в результате Голодомора 1933 года, который, по оценке Государственной Думы России, стал следствием насильственной коллективизации сельского хозяйства. Основные жертвы приходятся на 1930, 31, 32, 33 годы. Примерно 7 миллионов человек. Для сравнения, общее количество погибших на оккупированных территориях СССР с 41 по 44 годах специалисты-демографы оценивают в пределах 4-4,5 миллиона человек. То есть за эти 4 года советской власти, сталинской репрессии, погибло на 3,5, на 2,5 миллиона больше. На 2,5-3 миллиона больше людей погибло. При этом ежовщина 37-38 года стала прямым и неизбежным следствием коллективизации. По справочным данным МВД 1953 года, в 1937-38 годах органы НКВД арестовали 1 миллион 575 тысяч 259 человек. Из них за контрреволюционные преступления 1 миллион 3 тысячи 372 тысячи 382 человека, 87,1%. Было осуждено 1 миллион 344 тысячи 923 человека, в том числе расстреляны 681 тысяча 692 человека. Приговоренных к высшей мере наказания не только расстреливали, например, в Волгодонском УНКВД, исполнителей с ведома начальника орденосца майора госбезопасности Сергея Жупахина, осужденным к расстрелу, рубили головы топором. В Куйбышевском УНКВД из почти 2000 казненных в 1937-1938 годах удушили веревками примерно 600 человек. Теперь мы знаем, откуда идут традиции КГБшников, когда они душили чеченцев, удушали, да, путем асфиксации, удушением, убивали чеченскую молодежь, казнили. Непосредственно во втором полку имени так называемого Ахмада Кадырова, на самом деле, как мы видим, традиции КГБшные, ФСБшные, полк имени Бортникова или Путина назовем. Ну или Хвостикова заодно. Хотя Хвостикова приходит и уходит.
они остаются там. Удушили веревкой примерно 600 человек. В Барнауле осужденных убивали ломами. На Алтае, в Новосибирской области, женщины перед расстрелом подвергались сексуальному насилию. В Новосибирской тюрьме НКВД сотрудники состязались, кто убьет заключенного с одного удара в пах. Всего за период с 30 по 40 годы по политическим мотивам в СССР были осуждены и расстреляны более 760 тысяч человек, из них более 680 тысяч во время Ежовщины. Для сравнения, в Российской империи за 37 лет 1875 года по 1912 по всем составам, включая тяжкие уголовные преступления, а также по приговорам военно-полевых и военно-окружных судов периода Первой русской революции, были казнены не более 6 тысяч человек. Просто сравните, 760 тысяч казнили за 10 лет, а здесь казнили за 37 лет 6 тысяч человек. В 1937-1939 годах в Германии Народный трибунал, чрезвычайный судебный орган Рейха по делам государственной измене, шпионаже и других политических преступлений, осудил 1709 человек и вынес 85 смертных приговоров. За этот же период Сталин, когда убивал людей, Гитлер убил 85 человек. Сталин во время Сталина убиты, вот как вы видите, репрессированные, погибло 5 миллионов, голодомор, просто расстреляны. Каким способом их убивали? Представьте, какой конвейер это убийство людей. Это убивают, казнят, репрессируют, на этом кормится огромное количество людей, ведь когда человека отправляют, у него остаются квартиры, коровы и так далее, имущество разное всякое. Это все забиралось. Плюс еще, может здесь и не указано, и еще прочитаю, людей была такая статья, уже сперва прятали, боясь волнений, все равно они это делали с опаской, понимая, что они творят. Была такая статья, которая называлась «10 лет без права переписки». Человека сразу же тройка расстреливала. Вот эта НКВДшная судебная тройка, так называемая, расстреливала. И родственникам сообщали, что человеку дали 10 лет за антисоветчину там, и так далее, и без права переписки. И родственники годами носили еду, одежду, передавать можно, а вот письмо получать, переписку нельзя делать. И тем самым НКВД просто после этого, как можно не люстрировать и не наказать их, они кормились этим. Они все это забирали, и годами НКВДшники жили на это. И все люди носили, таскали. И НКВДшники были заинтересованы как можно больше людей убить, чтобы еще потом годами его жена или мама, или муж, или дети таскали им еду, одежду, ну и так далее, и так далее. Так, причина большого террора. Мне бы хотелось дополнить точку зрения уважаемого Олега Витальевича. В результате Октябрьского переворота и победы большевиков в гражданской войне в нашей стране возникла диктатура Центрального комитета Коммунистической партии. Главная задача Ленина, Сталина и их соратников заключалась в удержании захваченной власти любой ценой. Ее потери грозили не только политическими, но и личными рисками десятков тысяч большевиков. Основную массу населения СССР составляли крестьяне. По переписи 1926 года доля сельского населения превышала 80%. За сытые годы НЭПа 23-25 года деревни разбогатели. Вырос спрос на промышленные товары. Но промтовары на советском рынке не хватало. Но это как причины говорится. Это, конечно же, в первую очередь и экономические причины, которые в конце концов всегда
присутствует там, где присутствует гибня. Все эти убийства, они, конечно, всегда должны извлекать выгоду. Просто так, ради там спортивного интереса, они тоже не убивают. Всегда, если они убивают, если они совершают эти массовые репрессии, им, или вообще любые действия, которые они совершают, всегда должны быть подкреплены финансовой стороной, и таких идейных там нет. Вот приблизительно та картина, которая может ожидать Россию. Это все в масштабе чеченцев, чеченской нации, мы на себе пережили. Поэтому это не голословные какие-то утверждения, что когда-то это было, там, 70 лет назад, 90 лет назад, а сегодня это не повторится. Нет. Те люди, которые в миниатюре, если брать Россию, совершили это над чеченской нацией, над чеченским государством, эти люди сейчас у власти, и они очень сильно боятся за свою жизнь. Они очень сильно хотят продолжать убивать для того, чтобы насытить сатану, чьими слугами они являются, ну и, соответственно, продлить свое жалкое вот это существование на этой земле. Как можно больше убивая людей, создавая в себе подобных, таких же людоедов, которые все больше и больше будут втягиваться. И это ничего нового в этом нет. Те же лица, которые совершали, та же методика и предыдущие вот эти массовые преступления, так русским, российским обществом, так и не были осуждены. Они не получили своей должной юридической, правовой, исторической оценки. И поэтому рецидив таких преступлений, он у таких народов обязательно происходит. Как, например, для того, чтобы не повторить вновь, немцы, например, приняли строго законы, и есть вероятность, что в Германии этого больше никогда не повторится. Но по отношению к России я так не могу сказать. Наоборот, есть все основания полагать, что скорее всего это повторится. Так что, ну, вот такая вот ситуация. Так, давайте перейду к вашим комментариям. Так, ставим лайки, подписываемся на реалити, сообщает Мусим Арцуев. Так. Сталин, 6 миллионов казахов убили, Голодомор. Да, то же самое коснулось все народы, все, большей части. И в том числе русских это коснулось. В том числе русских. Дуда Улютюк, самый главный террорист номер один, исламофоб Путлер и его пехота. Да? Но в сегодняшнем мире исламофоб это уже даже считается комплиментом. Здесь уже есть люди, которые вообще против религии выступают. Вот что меня пугает на самом деле. Есть люди, которые вроде бы нормально взглядом, нормально все понимают, но уже, может, они хотят в мейнстрим попасть, хотят как-то понравиться кому-то. Но большевики творили такое, говорили, что вот такой воинственный атеизм наступает. А это очень плохая тенденция, если так будет продолжаться. Потому что верующие люди, это не то, чтобы они безобидно позволят массово себя казнить. Это приведет к большим трагедиям просто, большим, колоссальным человеческим. Это народы разные на этой земле столько раз проходили, искореняли религию, что, конечно же, ничьи религии запрещать ни в коем случае нельзя. Молитесь и живите счастливо. Хотя такая тенденция есть. Так, давайте почитаю ваш комментарий. Адуда Улютук.
Так, Дудаевцы, да, это не Дудаев, от его исламофобии тебе что попятли. Так. Сегодня нет ни одной мусульманской страны, которая ввела хоть маломальские санкции против Путина или россиянина Маждада. Не то, что они не ввели, наоборот, они Кадырова даже, ну ладно, с Путиным, с Россией, оружие, там какие-то национальные интересы там, и так далее. Кадырова как они встречали, помните? Это нам тоже есть предъявить. Мы Саакашвили что-то предъявляем, там Западу что-то предъявляем, говорим. Об этом нужно говорить. Закрытую мечеть, куда пускают только там самых святых, уважаемых людей, для Кадырова в Мекке пустили в Саудовской Аравии. Мы все это помним. Так, Хамзат Гилаев. Аслан вчера заснул, был уставший, поэтому написал «Держусь до конца», пытаясь не уснуть. Заболел, бех, мобиль есть что? Бех был, да? Я бы тоже сейчас поспал. Зачем мне такие братья, которым плевать на убитых Путиным треть населения Чечни? Маждада. Да? Работаем тихо, молча, красиво и с любовью. И секреты не разглашаем. Цель сама к нам придет. Так, всем витаю, шалом, салам. Владимир Рабинович, витаю. Владимир. Так, вот эти разные антисемитские здесь пробросы, пожалуйста. Я много раз уже блокировал. Даже людей, которых не хотел блокировать, я блокировал. Пожалуйста, прошу, ни антирусские, ни антисемитские, ни античеченские здесь вещи не должны проходить. И Путин явно не иудаист. Путин самый настоящий сатанист, КГБшник он. Это сатанисты самые настоящие. Нет у них ни Бога, ни черта, ничего у них нету. Это пехотинец под ником Дудаевцы, провокатор, говорит. Так, ботов бан. У Ури всегда все коротко, как и ник. Так. Так, то, что, возможно, русские будут убивать русских, очень надеюсь на это, желательно миллионы, так 60-80. Нельзя как найти так говорить, ты не понимаешь просто, насколько огромное, ну, ты, наверное, понимаешь что-то, ты взрослый человек. Нельзя так говорить, ни в коем случае. Вот Путин старый клещ или Путин гнида, вот это больше подходит. А религии у него нет никакой. Путин это Пути-то-то. Ребята, давайте не будем из него делать кого-то, он ничто. Аду Путин гнида. Так, друзья, вы вот тут уже, смотрю, между собой. Нет вдохновения без рязанских учений. Да, надо будет вам учение рассказать. Ну, это нужно было вам тоже рассказать, потому что это все потихоньку к этому приходит. Ну, я это так вижу. Посмотрим. Посмотрим, это может занять год, это может занять 2. И это вообще может не произойти. Но мы будем наблюдать, потому что события разворачиваются очень интересно. Все идет к воцарению гниды и к массовым репрессиям. Посмотрим, будем наблюдать. Будем наблюдать. Аслан, я готов пожертвовать 80% русскими, чем они будут, давно убивают всех вокруг и намного больше, чем эта цифра. Нет, я не согласен с тобой. Мы не можем призывать или пожертвовать русскими. Ну, там есть... Если бы ты сказал пожертвовать всеми преступниками, всеми убийцами там, и так далее, это можно было бы. Вот 80% ты не говори же, что в эти 80% не попадут как минимум дети. Все, а дети это святое, как говорится.
Единственный враг всего человечества — это Путин, и ФСБ, добавлю от себя, Мождаеда. Абсолютно верно. ФСБ и Путин. Вот кто враг человечества. Пока население России поддерживает Путина, в этой стране ничего не поменяется. Да? Максим, как найти? Я это имею. Нужно перестать вести бизнес РФ. Тогда они загнутся быстрее. Они и так к этому хорошо идут. С такой властью, как у них, им недолго осталось. Ну, Максим, на самом деле, хоть ты как не мне говоришь, но встряну ваш разговор, как найти. На самом деле, знаешь, у чеченцев говорят: «Вельдаться волш, чусадиан, малхица волш». И не умирает, и не оживает, и на солнце не выходит, если дословно перевести. Вот в таком состоянии они всегда находятся. Вот в таком состоянии. И не умирают, и оживший, придя в себя, на солнце не выходит. Так что это может затянуться. Но мы можем только констатировать. Салауди Сейду, Аслан, ассаламу алейкум. Аслан, в России нет гражданского общества. Ва алейкум ассалам, Салауди. Да, я полностью с тобой согласен. Нету гражданского общества. Полностью. Сайфулла, Борз, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, Сайфулла. Файтер Израиль. Население поддерживает Путина, значит, они и есть главные враги вместе. Всем салам. Салам, Файтер. Салам. Максим, отсюда вывод: Западу не сильно мешает Путин. Ну, я вам скажу, что Западу не сильно мешает Путин. На самом деле не сильно. Если бы Западу мешал Путин так, как он мешает Грузии, Ичкерию, я вообще не говорю, вся оккупирована, Украине, то этот Запад намного жестче себя вел бы и так далее. Вот в таком мире мы живем. Несправедливом, абсолютно несправедливом. Татарам, башкирам и так далее ближе киргизы, узбеки, казахи и так далее. Наталья, НКВД, КГБ, ФСБ — это одно и то же. Они должны быть осуждены и наказаны, как все, кто принимал участие во всех войнах РФ. Согласен? Так, приветствую Ичкерию из Литвы, Вардас, Паварде. Привет, Литва, приветствую. Путин ускоренными темпами в России строит храмы, церкви, в Чечне мечети, медресе. Да, ну вот все люди будут... Идеология меняется. Людей, да, им рассказывают, что царь — это помазанник Божий, Бог сказал, все, мы должны соблюдать. Короче, Россия становится православной. Владимир, как он там, красное солнышко, или кровавое солнышко, которое будет крестить заново Русь-матушку. Привет всем ночи, Вардас. Привет, Вардас. Скоро Россия станет огромной сектой под разным соусом. Да? Да. Абсолютно так. И мусульманскую часть будут вести вот эти Кадыров, вот они так рассчитывают. Митинг напротив российского посольства прошел сегодня в Осло. Да, изучайте американское НЛП, нейролингвистическое программирование, да, ты имеешь в виду? Да, надо изучать. Но нам не нужно особо ничего, мы просто нам достаточно говорить правду. Как, знаете, получается все, что он им просто выгоден. Запад защищает свои интересы и экономику. Это как-то лицемерно, что ли? Да, Максим, это не просто как-то лицемерно. Это очень лицемерно. Очень. Запад поддержал Сирию, сирийскую оппозицию. Я свидетель этому, вы все свидетели этому. Вышли люди, их разогнали, Запад еще денег, еще людей, средства массовой информации, раз. А потом раз и отвернулся, когда уже нужно было там что-то серьезно как-то заниматься этим.
когда не победили сразу, и Башар Асад начал уже давать отпор, там Иран подтянулся, русские подтянулись. И там люди уже начали сами сражаться. И потом уже начали показывать, это исламисты. То же самое произошло с Украиной. У Украины был выбор. Идти в сторону Европы или в сторону вот этого таежного союза, так называемого. Ну, украинцы не дураки, как положено, видят, там лучше, там хуже, там были уже столько лет. Обратились в этом направлении, Конституции указали, что мы будем в этом направлении двигаться. Свергли этого мерзавца, своего бандита. И когда все затянулось и возникли проблемы, Запад начал заигрывать там. И если бы не Америка, я вас уверяю, Украина осталась бы 1 на 1. И все остальные бы просто, Entschuldigung, как говорят немцы, извините, ничего не могу поделать, тут mir leid. Вот такой вот мир, вот такой вот мир. Единственное, можно оправдание сказать западному миру, что они к России также относятся. Это не то, что связано. То же самое было с чеченцами. Мы выбрали демократический, правовой путь развития. Почему о нас не говорят? Вот мы возмущаемся, почему русские о нас, там, либералы, там, демократы не говорят. Они все идут в фарватере вот этих западных политиков и так далее. И Запад отвернулся, просто-напросто отвернулся. Да, он там помог, там много чего сделал. И опять же, надо признать, и наши ошибки были. Наверное, у Украины и у Сирии тоже они были. Но сам факт, то, что от нас отвернулись и сказали, есть такая версия, что чеченцев обменяли на Косово, Югославию. Сказали, что ладно, русские сказали, мы вам там не мешаем, вы нам здесь не мешайте. И Билл Клинтон сказал, ладно, малой кровью там быстренько там разрули ситуацию, все нормально будет. И так далее. Вот такой вот мир. Жестокий, лицемерный. Но, увы, к сожалению, мы живем в этом мире, и нам придется с этим как-то сосуществовать. Не обращать внимания, не бить постоянно этим лицом. Он скажет, это не я, это был другой тут какой-нибудь политик. И мы должны дальше продолжать всячески укреплять свои позиции в этом мире. А слабых, как известно, бьют. Поэтому, чтобы нас не били, мы должны стать сильнее. А сильнее мы можем стать только вместе, Максим. Украина, Грузия, не разделяться по национальностям, что вот вы там, мы чуть-чуть слабее, чем Россия или Запад. Но мы можем найти, а все же не просто страны дружат, да, две страны дружат. Вот какая-то там страна и вот какая-то страна. Нет, все происходит на взаимоотношениях людей. Максим, Аслан договорились о чем-то, дружат с чем-то, общаются. И вот от нашей порядочности общей мы можем как-то развивать наши отношения. А у нас, слава Богу, очень хорошее начинание вот этих отношений. Да? Сашко, Белый с товарищами у нас сражались. Это очень важно. Для истории важно, для поднятия, для понимание, что мы не враги, это очень важно. Мы можем стать теми друзьями, которые Дудаев говорил русским. Мы можем стать очень хорошими друзьями и очень хищническими врагами. Вот у хищнические враги у нас есть с кем. Если дружить с славянами, а без славян у нас, видимо, не получается, то это пускай будут украинцы, грузины и все остальные должны подтягиваться. Но нужны люди, которые это понимают и объединять. Только тогда мы сможем стать сильными. И вот эти люди будут самые опасные для этой империи, которые будут объединять, Кавказ объединять, Украину объединять с Кавказом или там
с Казахстаном и с другими. Не имеет значения ни религия, ни национальность. Мы должны объединиться на построении своего свободного, правового, демократического государства. Так, я где-то видел Асланбека. Давно не писал Асланбек. Так, Асланбек, у меня такое чувство, что Мордор неожиданно сыграет в ящик. Последние оскароносные потуги Рамзана Кадырова, видимо, надеется получить поддержку чеченцев, когда его чеченоговорящий побег на Азуль. Я тоже на это очень рассчитываю, Асланбек. Я тоже, при всем при том, что должно произойти какое чудо, но я так думал вот изначально, это, конечно, не так быстро происходит, но я думал, что сперва должны быть эти репрессии. Русский народ должен, вот по истории, не потому что я так хочу, по всей логике развития событий, русский народ должен нахлебаться этой кровью, просто своей собственной кровью, как они это делали со всеми другими народами. И вот тогда понимание произойдет у русских. Конечно, надломится путинский режим, когда он начнет эти репрессии, когда начнет убивать. Они-то планируют там далеко навсегда уйти, но мир так изменился технологически и так далее, что как бы Китай не прикрывал Россию, Путина, он фактически под Китай кладет сейчас Россию. И давно это уже к этому идет. Я думаю, что это такие вещи, которые все равно Бог не позволит этому произойти. И у меня тоже есть такое ощущение, что все-таки в ящик она сыграет. Ну и наш дальновидный Джохар Дудаев говорил ведь, что закончится, и солнце свободы зайдет со стороны Украины. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее. И прилагать усилия, самое главное. Так. Файтер Израиль. Так называемый Запад хочет наказать Израиль за уничтожение террористов. Например, в США демократы пытаются урезать финансирование на высокоточное оружие. То есть не будет точно, значит придется и не придется. Ну вот. Да, есть надежда на Бога. И будем надеяться на то, что Аллах сделает так. Но твою версию я знаю, как найти. Ты всех под шумок. А я бы хотел, чтобы наш бедный, многострадальный народ, чуть-чуть пожил еще. Нормально, по-человечески. Чтобы миру дали ученых, красоту нашей культуры, красоту нашей идентичности, нашей нравственности. Все это, мне кажется, очень будет интересно представлять миру. Мы будем очень хорошо жить. Вардас, желаю Ичкерии стать свободной без крови. Вы, братья чеченцы, заслуживаете свободы больше всего. Спасибо большое, Вардас. На этой прекрасной ноте я хочу завершить наш стрим, с вашего позволения, друзья. Боже, храни Америку, как пишет Адудавлетюк. Все будет Ичкерия, да, Аллах. Всего самого хорошего, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете, распространяете наше видео. И до пятницы, или, возможно, до среды. Всего самого хорошего. Адикёль маш оль, бюстер алёль.